смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Документ особой важности в республике начали разрабатывать мастер-план города Нерюнгри. Экзаменационная пора не за горами. Расскажем о нововведениях в проведении единого государственного экзамена. На оленях утром ранним в Якутии идет подготовка к проведению международного чемпионата по традиционному оленеводству. В Якутии начинается подготовка к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков. Готовятся материальные ресурсы, планируются мероприятия по ослаблению прочности льда. Также запланирован ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы. Глава республики дал поручения по превентивным мерам, а также распорядился принять меры долгосрочного характера, касающиеся защиты населенных пунктов. Так, в этом году будет расширена номенклатура материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретены быстровозводимые дамбы. По аналогии с прошлым годом будет применена авиация для мониторинга паводковой обстановки. Планируется также использовать данные спутникового мониторинга. До 30-го года в Якутии федеральные дороги Вилюй, Колыма и Лена должны стать круглогодичными, в том числе благодаря мостам через реки Лену, Алдан и Вилюй. Постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов напомнил о том, что в конце прошлого года на Государственном совете была утверждена транспортная стратегия страны. Он добавил, что правительство республики сейчас также работает над тем, чтобы связать дороги с Иркутской областью. В республике начали разрабатывать мастер-план Нерюнгри. В работе примет участие угледобывающая компания «Колмар». Угледобывающая компания ведет свою деятельность на территории Нерюнгринского района и готова помочь в софинансировании и разработке очень важного для города документа. Таким образом, уже второй крупный город республики начал работу над стратегическим документом развития. В рамках социальной ответственности только в 2021 году на благотворительные цели компания направила более 108 миллионов рублей. Средства были выделены на оказание поддержки системе здравоохранения, образования и социальной сферы Нерюнгринского района. С повышением температуры воздуха в столице региона дорожники возобновили ремонтные работы на главной дорожной артерии Якутска на проспекте Ленина. В этот раз здесь закрыли дорогу на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Курашова. Более подробно в материале нашего корреспондента. С самого утра в районе гостиницы «Лена» на проспекте Ленина дорожники начали работы по демонтажу старого дорожного полотна на этом участке. После здесь начнутся работы по выемке грунта и работы по устройству основания дорожной одежды. Также параллельно сейчас проводим работы по закреплению коммуникаций, пересекающих проезжую часть. То есть под проезжей частью проходит много сетей инженерных, которые нужно закрепить в натуру, чтобы их не повредить при разработке грунтов. Одновременно ремонтные работы будут возобновлены на участке проспекта Ленина от улицы Кулаковского до улицы Октябрьской. Напомним, что в прошлом году там были проведены работы по устройству основания. В этом году проведем работу по заклинке. Также там у нас работа по выносу газовых сетей будет произведена, по выносу канализационных выпусков и ремонту коллектора. То есть работы будем вести на двух участках. После того, как отработаем участок с Дзержинского Курашова, перейдем на Курашова-Амосова. И дальше будем от перекрестка к перекрестку закрывать участки и заниматься устройством основания. Закрытие проспекта Ленина преподнесла горожанам немало хлопот. Это не только пробки на центральных дорогах Якутска, но и изменение движения общественного транспорта. В этот раз автобусы вновь поменяли свое движение. Но, как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, они постарались учесть все нюансы сложившейся ситуации, чтобы было удобно не только пассажирам автобусов, но и водителям транспортных средств. Данное перекрытие будет актуальным до октября месяца текущего года. В связи с этим были перенесены и разработаны альтернативные схемы движения по 16 маршрутам. Для перенесения использовали параллельные улицы. Это улица Ярославского, улица Орджоникидзе и улица Пояркова.
Постарались, конечно, распределить маршруты таким образом, чтобы на улицу Орджоникидзе было меньше нагрузки. И вместе с тем здесь напомнили, что на этих улицах появятся новые временные дорожные знаки. И поэтому всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать все правила ПДД. Что касается ремонта проспекта Ленина и закрытия дорог, изменения движения общественного транспорта, то тут горожане отмечают, что все это только к лучшему. Очень хорошо, что в городе Якутске, конечно, проводятся эти, да. Понимаю, я с детства вырос, это родной город, да. Надеюсь, что все будет с нашим проспектом Ленина в порядке. По поводу движения общественного транспорта, вот схема меняется и так далее. К этому можно привыкнуть, во-первых. Во-вторых, дело к лету, когда мы уже меньше начинаем пользоваться общественным транспортом, а больше ходим, потому что это полезно. А в-третьих, нужно уметь какие-то временные трудности преодолевать для того, чтобы дальше было нашим детям, внукам хорошо. В целом на этом участке дороги устройство основания дорожной одежды планируют завершить до конца мая. А с наступлением лета подрядная организация должна приступить к благоустройству территории, установке опор наружного освещения, кабельных сетей, водоотводных сооружений. Асфальтирование улицы планируется уже в середине лета. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Законодательное собрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий регистрировать браки и в многофункциональных центрах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Сейчас зарегистрировать брак можно только в органах записи актов гражданского состояния. Проектом закона предлагается наделить аналогичными полномочиями МФЦ. Таким образом, центры смогут составлять записи актов гражданского состояния о регистрации брака и выдавать свидетельства. Кроме того, у них появится возможность передавать в ЗАГС документы, которые стали основанием для государственной регистрации записи актов гражданского состояния о регистрации брака. Выпускники школ продолжают готовиться к экзаменам. В числе нововведений этого года изменение максимального балла. По одним дисциплинам максимальный балл будет увеличен, по другим снижен. Уменьшилось время по истории и обществознанию. Если ранее на тестирование отводилось 235 минут, то теперь выпускникам предстоит уложиться в 180. А вот на английский язык время увеличится. Экзамен по математике станет более практикоориентированным, число профильных заданий возрастет. В Алданском же районе ЕГЭ будут сдавать 202 одиннадцатиклассника, а также 9 выпускников прошлых лет. Уже определены 6 пунктов приема экзамена. Кроме того, в этом году впервые будет организован прием ЕГЭ на дому. Ну а если провести рейтинг сдачи экзаменов и выбор предметов по выбору, то можно места разделить так. На первом месте у нас, конечно, это математика-профиль. Выбрали 89 ребят. На втором, как всегда, обществознание, 71 ребенок. Ну и третий предмет в рейтинге – это биология, 27 ребят. На остальные предметы профильного уровня распределились преимущественно одинаково. 18 ребят будут сдавать данные предметы. Оборудованный по всем современным стандартам конференц-зал появился в Центре доп. Образования СРГ в Ленске. Такой новинкой образовательное учреждение может похвастаться благодаря районной администрации, которая ежегодно выделяет крупные суммы денежных средств на развитие сферы дополнительного образования. Подробности у Анны Кожевниковой. Онлайн-экскурсии, видеоконференции, педсоветы, отчеты о работе творческих объединений, отбор конкурсных видеоработ и многие другие мероприятия теперь в Центре доп. Образования СРГ проводят в новом цифровом конференц-зале. Необходимость такого пространства появилась сразу с начала пандемии, когда мы начали часто переходить на дистанционный формат работы. В 2021 году одной из задач работы нашего учреждения была цифровизация. Мы сделали удобный, современный, многофункциональный зал с доступом к различным интернет-ресурсам. Помимо внутренней работы на базе конференц-зала проводят занятия дистанционного формата преподавания на время карантина, взаимодействие с другими учреждениями района и республики в онлайн-формате. Но и это еще не все. Придя сюда, обучающиеся могут виртуально посетить музеи, выставки и всевозможные достопримечательности других городов. Например, воспитанники театра моды КРКО и творческого объединения Джеринкей в онлайн-режиме отправятся в путешествие по Народному музею Хомуса.
Также конференц-зал очень удобен для наших не только педагогических сотрудников, но и для обучающихся. Когда они готовят какой-либо проект к какому-то конкурсу или мероприятию, у них есть место, где они могут собраться. Сейчас очень часто в ВКС видеоконференц-связь проходит с супрарайонным управлением образования, также центр ЦРР «Юные якутяне». У нас планируются семинары, мы, естественно, готовы к любому повороту событий. С 2020 года мы уже знаем, что в любой момент можем перейти на дистанционный формат обучения, поэтому мы готовим мероприятия, где прописываем сразу два варианта. Это очный формат и заочный. Помимо техоборудования, зал снабжен мобильной и комфортабельной мебелью. Вместо столов и стульев здесь установлены универсальные кресла с подставками. Таким многофункциональным конференц-залом может похвастаться далеко не каждое бюджетное учреждение. Но администрация Ленского района уделяет большое внимание развитию сферы доп. Образования и ежегодно выделяет крупные суммы на модернизацию СРГ. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Строительство оздоровительно-спортивного комплекса в селе Барагонцы Усть-Алданского района идет с отставанием от запланированного срока. Об этом было озвучено на рабочей встрече министра по физической культуре и спорта Леонида Спиридонова со строителями и руководством района. Возведение объекта с площадью 8000 квадратных метров было начато в прошлом году, но в связи с погодными условиями темпы работы замедлились. Согласно проекту, в многофункциональном спортивном комплексе должна быть беговая дорожка, несколько залов, в том числе зал для фитнеса, а также большой тир. В других объектах строительные работы идут по графику. Это стадион на 1000 мест и зал единоборств с общежитием в поселке Мандаба. Если сказать по строительству, то у нас стадион на 1000 мест, как говорят строители, все идет по плану, по графику. Также строительство зала единоборств с общежитием тоже идет по графику. И, как говорят строители, они тоже в срок все закончат. А у нас пока со сроками оставания идет строительство многофункционального объекта в село Барагонцы. Тем временем в Якутии идет подготовка к проведению международного чемпионата по традиционному оленеводству в 2023 году в поселке Черский Нижнеколымского района. План мероприятий чемпионата уже утвержден, собран организационный комитет. В этом году начинаются необходимые подготовительные работы к проведению мероприятия, в том числе строительство и ремонт объектов в Черском, а также заключение контрактов с подрядчиками на проведение работ. Более того, в Минтрансе региона сообщили, что в конце этого года аэропорт Черского будет готов принимать воздушные суда. Там сейчас идут работы по реконструкции и оснащению современным оборудованием взлетно-посадочной полосы аэродрома. «Алроса» выступает партнером ювелирной выставки «Гохран России». Ее открыли в Государственном историческом музее в Москве. Центральную часть экспозиции занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. 21 век». Это более 200 лучших работ в сфере ювелирного, декоративно-прикладного, оружейного, камнерезного и часового искусства. Среди авторов как известные мастера, так и молодые ювелиры. «Алроса» представляет свою коллекцию ювелирных украшений, изготовленных по эскизам фирмы знаменитого Карла Фаберже. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.